Ну, продолжаем небольшие репортажи про круглый стол. Безопасная Арктика 2023. И сейчас мы находимся внутри исторического парка «Россия. Моя история», где проходит конференция. И здесь мы продолжаем рассказывать о представленных. Здесь проходит выставка, идет регистрация делегатов этой конференции. Здесь тоже у нас проходит выставка. И в Якутии известна такая компания Хатутен. Это одна из популярнейших компаний, которая представляет свои изделия. Не подскажете, вот основная деятельность Хатутен направлена на зимние изделия и на тепло человека? Ну, в основном, да. И мне сказали, что все происходит не просто так, а с целыми научными обоснованиями, да? Да, сейчас очень Хатутен работает глубоко с научными организациями. И не только вот по республике, но и по всей России связывается. И у нас даже советником генерального директора работает неизвестный Сем Чамчоев. Он вот именно курирует инновационные начало нашей продукции. И основная основа вашей компании и все-таки на какие изделия и принцип есть какой-то? Вот, да, инновационная продукция. Вот, обратитесь к нему, менеджеру. Представьте, пожалуйста. Вот он, работник. А вы? Я помогаю. Помогаете? Не можете нам рассказать вкратце, какие сегодня здесь на круглом столе «Безопасная Арктика 2023» представлены наиболее интересные экземпляры, которые вы производите? Ну, я смотрю... Сейчас в основном идут военные разработки. Военные разработки. Да. Но я смотрю, здесь и гражданские есть. Вот начнем с гражданских, чтобы понятно было. Гражданские у нас, Ага. да, в основном зимние. Зимние. Вот это вкладыши, да? Кенча, да, вкладыши внутри сапоги. И они делаются по любому размеру Да, ноги человека. Все делается. Индивидуально, да? Рукавицы теплые. Это рабочие или как? Рабочие, да. Рабочие рукавицы теплые. Не подскажете, вот основа, я смотрю, вот это вот какого материала? Материал с металлическим распылением, это европейские материалы, такие утепленные. Так и заказывают сразу. Они тут А вот эта сетка, она что позволяет, вот эта прошивка, она играет какую-то роль, да? Ну, В терморегуляции, да, нет, в основном, сохранении тепла, да? да. И смотрю, вот, не знаю, вот эти вот вещи, они для чего? Это пояс, чтобы спину не продувало. Это разработка наших швей. Они сами там разрабатывают иногда. Вот этот пояс позволяет, если при радикулите или постоянном... Нет, и когда на буране ездишь или на коне, Ага. все типа одеваешь, чтобы не продувало спину. А вот эти вот это... Муфта для вождения бурана. Ну-ка, муфта для вождения. А где руки где? Руки вот они. Вот так Ага. Ну-ка. берешь, в руль засовываешь. А, бурана это на с руль, захода, да. это на руль? С этой стороны вот руль заходит, завязываешь, и с этой стороны руку. И все. И все? И привязывается к бурану и снегоходу и не теряется постоянно там. А, то есть один конец привязываем к рулю бурана, Да. и он постоянно висит, да? Да. Ага. А какой это материал? Все же спрашивают, да, здесь даже написано, да?
Машина. Наименование компании сейчас я скажу. Это ваш материал, да? Ну, Это- совместно разработано с Ивановским. Оксфорд с металлическим распилением называется. А можете вот пояснить нам? Вот сейчас вы мне сказали одну из тайн. Это разработка российская вместе с якутскими производителями. Я правильно Ну, сказал? вообще это разработано было уже давно, напыление, да, металлическое напыление. Давно было разработано. Ага. Но в период неизвестное нам время Ага. было закуплено китайцами. Поэтому они вот за такой продукцией делают сейчас вот Наташки, так называемые, да? А, то есть российская, как бы, если брать Разработка, российская, ну, попала это, в вот Китай. эта разработка, которую делает сейчас в данное время, делает продукции, которые делает Хотутент, она разработана тоже напыление с алюминием, медием, ну, специально для военных целей, чтобы это самое антитепловизорное. То есть свойство имеет. это не простой материал, да? Во-первых, здесь тепло, да, я так Да, понимаю, да. за счет определенной прошивки, и здесь Да, да, внутри это. Но и он еще как бы не будет виден для. Ну, такой материал, да, позволяет именно вот полок, который лежит, Ага. очень сейчас хорошо зарекомендован СО боевых действий. То есть, используя вот этот материал, который разработан как бы российской технологией, вы здесь делаете, ну, для военных действий. А, то есть, Это накрывается попок, который накрывается наши бойцы и не виден. сверху. И тепло, да? Ну и это самое, от дождя помогает, конечно. Он еще и не промокает, что ли? Практически. У нас несколько слойный. Ага. Это вариант самый, который очень быстро берут, заказывают и берут. У нас сейчас она маскировочным еще один слой имеет. Там не только вот двухслойный. Ну, по сезону, я так понимаю, какой сезон года, и поэтому... То есть, я смотрю, и масхалат тоже, да, вот, если брать к этому, да? Масхалат снайпера, да? Но Москва это зимой Тоже делает. антитепловизор. Для охотников это хорошо подойдет. Вот, чтобы понятно было, антитепловизорное, это, то есть тепло, это накидка, тепло, мало того, что тепло, ее невозможно отследить тепловизором, да? Инфракрасное излучение это самое. А теперь перейдем вот к вашим вот этим большим строениям. А, здесь еще что-то. Спальные мешки. Спальные мешки, да? Разработанные у нас Ильдархан называют. Как? Название Ильдархан. Ильдархан. Спального мешка. Внутри Так, ага. полностью, наполнение полностью из оленей шерсти. Стопроцентной. Сами выделывают, термообработку производят. То есть, чтобы понимать, ну понимаете, для меня оленья шерсть, вот шкура оленя, да, и там шерсть, ее срезают, обрабатывают и сюда, да? Да, полностью. Потому что она колючая, а она становится мягкой, да? Обработанная полностью. Ну, может, это самое. Сертифицировано. Войнаками они это проходили. Он тяжелый или... Вот сколько градусов мороза он может выдержать? Зимой 50 градусов на улице можно Спать. спать, да. Это не на словах, это уже практика, уже это самое. А, голову сюда, пум, подушка там готовая. Он настолько мягкий, честно говоря. Если говорить о матрасах, ну, замена такая интересная. Эксперименты проходили военно-транспорт. А он промокает? Не промокает. Ну, вот это именно вот это, которое Ага. текстильное изделие, она мембранная, дышит. Дышит. И не промокает еще, да? Ну, еще С накидкой. С накидкой Накидкой. можно спать на Да-да. снегу, нет? да. Да? А вот хотел узнать, смотрите, сзади у вас не только как бы весь комплекс для зимы, у вас здесь и палатки сразу, да? Ну, палатка, это ураса называется. Ураса, да? Это
утепленный вариант. Еще у него накидка мы не перевезли, накидка летняя есть на него. Так, Это хорошо. обычные уроса. Мы под заказ любые размеры делаем. Ну, не слишком большие, это самые, которые позволяют каркасы, которые здесь сделаны. Ну, можно Вот сейчас зайдем вот сюда, вот заходим. Ага, здесь отверстие, это для печки, да? Да, это для птички. Ага. Ну и как вентиляционные тоже играют роль. Ну, добавочная сделанная, вот, антиконденсатная, вот, связи сделанная, накидка. А, ну это когда вот, если брать брезентскую палатку, да, там же когда... И сверху вот антидождевая, вот это самое, непромокаемая есть. И Хотутен еще делает, как сказал, мембранная, Ага. это самое, текстиля. И там она дышит. Сейчас все время усовершенствуется. Прямо так это самое. За сколько минут можно собрать такое вот данное, вот Ну, данную... вдвоем можно собрать самое большее время, это 10 минут, наверное. 10 минут. Максимум. 10 минут? Да. Ну, есть Максимум. инструкция к ней прилагается, надеюсь, если... Ну, если... тут все с одинаковых, ну, именно эта юрта сделана с одинаковых этих размеров, да? Ага. Она высотой 2,5 метра и где-то свыше, ну, около 3 метров. Не 3 метра, конечно, но 2,5 до 3 метров. А не подскажете, вот эта данная юрта, она только для летнего использования или зимой тоже возможно? Зимой тоже можно. Зимой только печку поставил и все, да? Да. Мгм. Давайте пойдем дальше, что там у вас интересного еще есть. О, а это вот что? Вот это? Это ноу-хау, да? Сахатен, нет? Да. Говорят, что в нем можно что делать? Все? Это 3, Два в одном. нет, Можно пользоваться- 6 в одном. 6 в одном? Да. Что значит 6 в одном? Как куртку можно ее одевать, она тут отделяется. Ага. Можно как Как это куртку самое, одеть. Ага. плащ-палатка. Можно пользоваться как спальным мешком. Вот этот замок есть. Закрываешь, капюшон надел и все, заснул. Это именно для арктических районов, да? Практически. Можно и для Использовать. охоты пользоваться, конечно. Ну вот такую, да. А вот что лежит, это пончо. Пончо вы знаете, наверное, да? Не, ну нашим зрителям надо объяснить, что это. Ну, пончо это латиноамериканские, это которые мексиканцы там одевают. Это усовершенствованные, тоже 6 в одном. А, то есть это уже теплая понча. Понча в основном да, это в да, виде плотного теплого материала используется, а здесь Да, уже... это тоже, даже вот это и это можно как Носилку. носилка можно использовать. Есть трос. И выдержит, сколько он, вот, если с точки зрения веса, сколько выдержит? Ну, Человека выдержит? 75 без усилий было. Я даже у нас вот подходил этот наш именно, который разработкой занимается военной военной продукцией. При этом она легкая. Его выдерживает. Самое главное. Ну сразу говорю, на ощупь она очень Он легкая. 120 килограммов весит. Я, да. Он имею в виду. Да? А он, да. Это тот, который испробовал это все. А вот хотел спросить. Продвигает продукции именно для военной продукции. Он сейчас придет, наверное, он здесь. А не подскажете, вот эта палатка, она для какого сезона Это его? самая обычная палатка, якутяночка называется. Это палатка как палатка обычная, но утепленная. Она тоже бывает летняя, бывает утепленная. Для устойчивости здесь можно длинные жерцы поставить и всю зиму даже жить можно. А, то есть это универсальная палатка для любого сезона, да? Да.
Можно использовать, не строя дом, на даче можно его поставить, нет? Ну вот, Тоже быстро собирается. Тоже 10 минут максимум, как это юрка. Но это самая обычная палатка, которую делает Хотутен. Хотутен делает еще ангары по индивидуальным заказам. ангары, Даже ангары можно сделать для спецтехники, для бульдозеров там. Полевые ангары вот переносные. Они вот... это, как мне сказали, в Алайховском районе уже используются именно на буранах, вот такие вот именно, да? Да, ну для буранов тоже портативные гаражи делают. Портативные гаражи. И это все основа вот этого российской разработки получается, да? Да. Все полностью ручная работа. С гарантией идет. А вот откройте секрет, ценовая политика, она сложная, дорогая по цене, в среднем. В среднем Вот такая палатка сколько стоит? именно вот это в районе, Но без каркаса. без каркаса это в районе 70-80 тысяч, наверное. 70-80 тысяч. Нет, с каркасами. Это с каркасом? Без каркаса, наверное, 50. Ну, в принципе, такая большая. А площадь данной палатки сколько? 25 там? 3 на 3. 3 на 3. Ага. Боковая высота 1,5, на гребня 2,5. 2,2. А вот это? Вот это в среднем. Это в среднем это 40 тысяч, наверное. Это с каркасом без? С каркасом, наверное. С каркасом. Да, где так. Так. Она тоже с накидкой. Вот, С снаружи накидкой. тоже с накидкой. Это полностью в комплект. Но входит. получается она уже универсальная. Она и зимой может стоять, и летом, да? Хорошо. И здесь я смотрю, у вас жилеты есть какие-то Жилет. А это что? Такие делают. Это рюкзак-конструктор. Трансформер. Рюкзак. Она до такого размера уменьшается. Можно так носить, и можно длинные. Я Ну, около 600. Сколько? 2 человека еле поднимали, но когда как рюкзак, она носится же, да. Ну, сколько килограмм примерно? 100, 200, 45 килограмм. Сколько Тоже килограмм? легкости, наверное. 100 килограмм, да? И если я покупаю такой рюкзак, ну, для студентов, например, да? Ну это для, скорее, для этих. Для кемпинга, для похода, для охоты. Для охоты, для геологов, нет? Даже лыжи можно сюда это самое положить. Она же... Сколько он примерно стоит? Примерно. 8 тысяч. 8 тысяч, да? Она индивидуально, по заказу можно индивидуально делать. Ага. Вот такой. А и здесь универсальная какая-то печь, да? Или что это? Это от любой жидкости, ну, горючей жидкости работает. Ну, я так понимаю, солярка там. Подождите, от любой жидкости горит и все, да? Ну, от горючей жидкости, да, будет работать. Ну, бензином желательно, Не пользоваться. ну, Я просто она интересна слишком. система, а где, ну, вот разработчик должен был подойти что-то. ну это, а на ней варить можно или только отапливаться? Ну, вот разработчик придет. Ага, хорошо, здесь еще одна разработка, более подробно, чуть позже расскажем. А так Хотутен. Честь компания Меламакс Плюс. А здесь уже, я так понимаю, более гражданского производства, да? Мы сейчас показали Хотутен, чуть позже расскажем о других производителях.